Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Здравствуйте всем, кто прямо сейчас находится у экранов своих телевизоров. Это программа «Быргаляп Иряник», программа, в которой мы вместе с вами учим слова на татарском языке. Традиционно в нашей игре две команды. Давайте с ними знакомиться. В первой команде у нас Саида и мама Сейляни. Сянмесы, здравствуйте. Как дела у тебя? Эйбет, у меня тоже все хорошо. Во второй команде Эдиля вместе с мамой, которую зовут Фируза, и Сянмесес. Как у тебя дела, Диля? Яхшы. Яхшы, бик яхшы. Ну что, давайте знакомиться с нашими участницами поближе. Начнем, Саида, с тебя. Саида очень активная девчонка с ярко выраженными лидерскими качествами. Она уверенная в своих силах, всегда занимает призовые места на соревнованиях по плаванию, умная и рассудительная, отлично играет в шахматы и шашки, также активно проявляет себя и в творчестве, занимается танцами и очень любит рисовать. Трудолюбивая и самостоятельная, благодаря ей дома всегда порядок. Никогда не сидит без дела и готова помочь в любом деле, даже в самом сложном, но если правильно об этом попросить. Саида, скажи, вот как нужно правильно тебя попросить, чтобы ты дома что-то сделала? Пожалуйста. А сказать просто «пожалуйста», да? Ну, молодец. Видишь, как здорово, что родители тебя приучают к доброте и вежливости уже с детского возраста. Ты любишь рисовать, правильно? Какие рисунки тебе самой нравятся? Дома, дома. А, дома. Все-таки такой пейзажный, да? Немножко вид искусства этого. Много чего люблю. Ну, а так ты что еще любишь? Давай рассказывай. Котика рисовать. Котика рисовать, так. 3 котов я уже нарисовала. 3 котов. Угу. Получилось? Да. С первого раза? Красивые. Красивый. Ну все, слушай, в следующий раз ждем какой-нибудь красивый рисунок и в нашей студии тоже. Ты еще занимаешься плаванием, да? Сколько лет уже? 6. 6 лет уже занимаешься. А тебе, прости за вопрос, не тактичный, а тебе сколько лет? Тебе сколько лет? Тебе сколько лет? 6. 6. А ты уже с рождения плаваешь? Слушай, здорово. Как вот начала, мне кажется, что-то говорить, так и начала плавать, да? Нравится плавание? Сколько призовых мест ты уже заняла? Сколько медалей? Сколько медалей у тебя? Вроде, наверное, 10 или 9. 10. Ну, слушай, мне кажется, это вообще очень здорово. Ну и кубок есть. А, и кубок даже есть. А ты где его получила? За танц праздник. А, за танцы получила уже кубок. Молодец. Видите, в юном возрасте уже и спорт, и творчество, и дома по хозяйству помогает. Селя, у нее есть свободное время? Потому что и танцы, рисование, спорт. Да, есть. Много? Ну, по выходным. А, по выходным обычно. Саид, насколько я знаю, ты в этом году пойдешь в 1 класс, правильно? Уже читать, писать умеешь? А умножать, делить, наверное, вряд ли, а складывать и вычитать плюс-минус. Умею. Умеешь считать? Ну-ка, давай. 2 плюс 2 сколько будет? 4. 4. Молодец. Все, точно к школе готово. Спасибо, что вы с нами. Аплодисменты тебе. Мы желаем удачи и знакомимся с Адилей. Адиля у нас очень активная, любознательная девчонка, любит петь, танцевать, увлекается различными методами рисования и аппликаций, посещает художественный кружок, с большим удовольствием принимает участие в мероприятии, говорит, что очень любит сцену и быть всегда в центре внимания, может на ходу придумывать роли и отыгрывать их, также любит активный отдых, активные игры, летом катается на велосипеде, самокате, уже освоила ролики, а еще она большая помощница своей мамы. Вот сейчас об этом поподробнее и узнаем. Адиля, расскажи, какая ты помощница? Чем помогаешь маме? Я помогаю маме убираться. Угу. И всегда с ней гуляю. А вместе готовим, Ага. постоянно из теста. Из теста. А что из теста готовите? Пиццу, шаурму, О, сосиску в тесте, все, что я люблю. треугольники и беляш. Ой, ну все, я жду приглашения в гости на сосиску в тесте. Говорит, мама, мне не подсказывай, я сама все прекрасно знаю. Адиля, ты еще хочешь открыть свой салон красоты, правильно? Да, Кем ты там будешь? массажистом. А ты будешь массажистом, да, массажный салон. А как правильно нужно делать? Она хочет быть хозяйкой салона красоты, и там обязательно должен быть массажный кабинет. Она так считает. А почему именно массажный кабинет? Потому что моя мама хвалит меня, и поэтому я даже захотела открыть. А, сначала мама просит тебя сделать массаж, наверное, да, потом хвалит за это. Ну, а как правильно делать массаж? Ну-ка, поделись секретом, как будущая хозяйка салона красоты.
правильно делать массаж, это руками. Руками, да? Мять надо всегда. Правильно, суставы нужно разминать, чтобы они тоже отдыхали и были всегда в тонусе. Ну, салон красоты, это понятно. Вот у меня еще написано, что ты мечтаешь о большой семье. А сколько вот в твоей большой семье должно быть детей? 3. 3. Почему именно 3? Потому что я люблю 2 мальчика и одну девочку. Одна девочка должна быть. Свободное время у тебя есть? Как ты его проводишь вместе с семьей? Мы иногда ходим в кафе, или смотрим телек, или балдеем. Балдеем. Фируза, расскажите, что в ее понимании значит балдеть? Ну, бывают у нас такие вечера, когда нам не надо идти на кружок. Я разрешаю ей включить ту передачу, которую она хочет посмотреть по телевизору. Ну, естественно, вкусный ужин. И потом мне подсказывают, 3 кота она любит смотреть. Кота ты любишь смотреть? Так, ага. Ну, разрешаю ей отдыхать, ничего не делать. Балдеть. Балдеть, в общем, да. Хорошо. Почему именно салон красоты? Откуда такое именно желание? Я вот не знаю, но она уже вот с детства это мне говорит. Вот у нее какое-то такое свое мировоззрение. Она всегда видит даже в каких-то деталях красоту. Она обращает внимание даже на взгляд людей. Она мне иногда, вот мы проходим по улице, например, она говорит: Ани, ты видела, говорит, какие у этой апы, например, красивые глаза? Я говорю, нет, козам не заметила. А зря. Слушай, ты молодец, Адиля, ты... То есть она везде вот замечает красоту, вот она любит творить. Ты молодец, это очень правильное качество, во всем видеть красоту. Но красота у нас не только внутренняя бывает, но и природная тоже. Вот сейчас как раз самый тот период, когда можно выйти всей семьей на прогулку, подышать свежим воздухом. Весна шагает по планете. Именно об этом времени года сегодня поговорим. Нас впереди ожидают интересных 3 тура. Давайте начинать. Это первый тур нашей программы, он называется «Жауаптап», «Найди ответ». Наши девчонки и мальчишки будут рассуждать о том, что происходит весной, что вырастает, какие природные явления есть. А задача наших команд – угадать, о чем идет речь. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Вопросы мы задаем поочередно, поэтому спрошу сейчас, кто будет первым отвечать. Так, Адиля, давай. Это редкий цветок, бывает белого, фиолетового цвета. Первым появляется весной. Это первый цветок весны, который распускается весною, самый первый. И он занесен в Красную книгу, потому что он очень редкий. Итак, Адиля. Подснежник. Подснежник, конечно, это первый весенний цветок, который появляется. Аплодисменты. Это правильный ответ. Подснежник по-татарски умарзаящий. Продолжим со второй командой. Частичка воды. Она прозрачного цвета. Бывает круглой формы. Когда сосульки тают, появляются одни. Это когда весной тают сосульки, из него падают капает прямо на голову. И еще они могут стекать по окну, когда идет дождик. Итак, Саида, как ты думаешь, что это такое? Когда сосульки тают, с них падает. Капельки. Капельки, совершенно верно, это капля. Правильный ответ, молодец. Ты получаешь 1 балл. Капля по-татарски томще. Следующий вопрос у нас будет, Адиля, тебе. Азерме, смотрим. Это который умеет летать. У него есть крылья большие, маленькие. Они бывают перелетными и неперелетными. Они бывают разные. Некоторые из них, если купаться, выходят воды сухими. Кто же это? Птицы. Птицы, конечно, правильный ответ, молодец, я тебя поздравляю. 1 балл отправляется в твою команду, а птица по-татарски кош. Думаю, это слово вам знакомо, но никогда не поздно повторять. Итак, Саида, следующий вопрос будет тебе, давай смотреть его вместе. Он очень крепкий, но его можно разбить. Весной он тает. Ими покрывается река зимой. Итак. Лед. Лед, правильно, молодец. А скажи, ты когда-нибудь пробовала лед? Ну, мороженое лед пробовала? И как, вкусно? У меня в холодильнике есть. А в холодильнике ты лед ешь?
Молодец. Нет, нельзя правильно лед есть, потому что для горла не очень полезно. Лед по-татарски «босс», это слово мы тоже берем в свою копилку и переходим к пятому вопросу. Девчонки, сейчас пятый вопрос мы будем смотреть все вместе. А вот кто будет отвечать, уже буду решать не я, а наш компьютер. Поэтому внимательно смотрим. Это грязная вода. Она появляется после дождя. Иванушка из него испил водичку и стал козленком. Это когда лед отмерзает, и получается это. И мы, дети, очень любим на нем ходить, прыгать. Только нам не разрешают, когда у нас нет резиновых сапогов. Когда нет сапогов. Сейчас, секунду. Все решит компьютер. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Саида, тебя выбрал компьютер. Лужа. Лужа, правильный ответ, молодец. Лужа по-татарски кульдавек. Вот родители особенно любят лужи, особенно когда купили новый весенний костюм, пошли на прогулку, а все дети так и норовят попрыгать на этих лужах. Саида, Адиля, вы так делаете? Ну, правильно, молодцы, потому что надо получать удовольствие от каждого момента своей жизни. Итак, первый тур у нас завершен. Итоги прямо сейчас вы видите на своих экранах. Ну, а нам пора идти дальше. Оставайтесь вместе с нами. Продолжаем программу. Давайте вспомним те слова, которые мы с вами выучили или вспомнили в первом туре. Саида, начнем с тебя. Как будет по-татарски подснежник? Морзая. Мурзая, молодец. Аделя, тебе слово капля. Томше. Томщенек, шулай. Саида, птица. Кош. Кош, отлично. Следующее слово, Аделя, тебе. Как будет лед по-татарски? Босс. Босс, отлично. И, Саида, тебе слово лужа. Кульдавек. Кульдавык, молодец, отлично. Давайте перейдем ко второму туру. Здесь нам предстоит закрепить изученный материал во втором туре, который называется «Истехолдер». Запомни, на экране появится 9 ячеек, 9 картинок. Там спрятаны те слова, которые мы с вами уже знаем теперь. Вот в таком порядке будут наши картинки. Готовы запоминать? Итак, компьютер, открывай нам картинки. Мы готовы. Время вышло. А вот теперь первый будет отвечать Саида. Саида, где находится лужа? В середине. В середине. Пятерки. Пятерка, точно? Да. Открываем? Открываем цифру 5. Там находится лужа, да, по которой, по-моему, да, кораблик плывет. Итак, Аделя, где находится капля? Такая большая была капля. В 9. В 9. Уверена? И 8. И 8. 9 или 8? Какой будем открывать? 9. 9. Хорошо, давайте откроем цифру 9. Да, там капля. Отлично, улыбается нам всем. А мы в ответ всем телезрителям тоже улыбаемся. Итак, Саида, где находится подснежник? Подснежник. Или 2, или 3. Так 2 или 3? 3. Или 2? 3. Или 2? 3. Хорошо. С тобой не поспоришь. Открываем цифру 3. Да, там находится подснежник. Молодец, отлично. Идем дальше. Аделя, где находится птица? Кош. В 7. В 7 и 1. И первым. А какую цифру будем открывать? 7. Или 1? 7. Может, 1? 7. 1. 7. Давай 1. 7. Ладно, давай 7. Откройте нам цифру 7. Да, там птица. Супер. Ну что, остался финальный вопрос. Уважаемый компьютер, обращаюсь к тебе. Кто будет отвечать? Аделя, тебе вопрос. Тебя выбрал компьютер. Где находится лед, босс? Где находится? В 2 местах. 4. 4. Откройте нам цифру 4, проверим. Да, это правильный ответ, там находится лед, молодцы.
Ну что, девчонки, справились с заданием. Вы умницы. Мне было сложно, честно скажу. Потому что там, где была лужа, там же тоже есть небольшая наледь. И спутать ее со льдом было очень-очень даже возможно. Ну что, итоги после второго тура вы видите на экране. Счет равный. Ну а впереди нас ждет самое интересное. Будем продолжать закреплять изученный материал. Продолжаем программу и давайте еще раз вспомним те слова, которые мы с вами сегодня учили. Подснежник у Марзаящащага. Капля, томща, птица, хош, лед, босс, лужа, кульдавок. Переходим к третьему туру. Здесь наших команд ждут небольшие ребусы. На экране появятся 3 картинки. Для каждой команды свои. Эти 3 картинки связаны как-то с одним словом, которое мы сегодня выучили. Вот как они связаны и какое это слово, вам предстоит отгадать в третьем туре. Аделя, начнем с тебя? Да? Итак, 3 картинки появляются для тебя на экране. Как ты думаешь, какое слово здесь зашифровано? Все эти 3 картинки к одному слову относятся. Ну-ка, давайте. Что мы видим на экране, Аделя? Лес. Лес. Снежинки. 1. Цифра 1. Вот как ты думаешь, какое слово может быть связано с этими картинками? Что-то первое, что-то со снегом связано. И в лесу. Подснежник. Подснежник? Давай подумаем, почему подснежник? Как подснежник с лесом связан? Фируза, помогайте. Первые цветы. Так. Снег уже прощается с нами. Лес зеленеет. Солнышко блестит. Появляются подснежники. Да, первые цветы весенние, которые как раз из-под снега в лесу, собственно, и появляются. Молодцы, это правильный ответ, это действительно подснежник. Ты молодец, Аделя, справилась с этим заданием. Саида, сейчас тебе предстоит отгадывать, только картинки будут другие. Давай вместе посмотрим, какие картинки мы приготовили для тебя. Ага. О, Лужа. лужа, почему? Потому что вот туча, сапоги и дорога. Угу. Туча, сапоги и дорога, поэтому лужа, да? А если чуть поподробнее связать? Когда лужи, мы что надеваем? Сапоги. Сапоги. Лужа когда появляется? Дождь. Когда, да, после дождя. И где? Снег, когда тает. И когда снег тает, молодец. И где бывает лужа? На На дороге. дороге. Правильно, молодец, отлично справилась с этим заданием. Это действительно лужи, как я уже говорил ранее, что все девчонки и мальчишки любят попрыгать на этих лужах. Я в детстве, честно скажу вам, делал то же самое, потом меня мама ругала. Но каждый выход мой на улицу весной сопровождался обязательно прыжками в лужах. Вот. Ну что, третий тур завершен. Пора подводить итоги нашей программы. Сегодня в нашей программе, знаете, кто победил? Дружба. Кто? Дружба, правильно. Вот мамы считали. Скрупулезно все баллы. Я вас поздравляю, молодцы. Вы ответили на все вопросы правильно. Поэтому дружба сегодня побеждает. И, конечно, подарки вручаются всем участникам. Нашим участникам, помимо сладких подарков, мы вручаем, конечно, и классную раскраску, где есть логотипы всех программ телеканала Шаян ТВ. Их можно раскрасить. И, возможно, какой-то из рисунков станет основой для заставки программы в следующем сезоне. Кто его знает. Ну что, уважаемые родители, Анилер, давайте поаплодируем девчонкам. Они большие молодцы. Столько классных идей и мыслей было сказано сегодня. Это значит, что у них большое будущее. Давайте учить языки вместе, но при этом не забывать свой родной. До встречи. Пока-пока.